Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрий Гурневич, а сёння са мной на сувязі Артём Праскаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер адзін з удзельнікаў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва арганізацыі Павла Латушкі. Прывітанне, Артём. Добрый день. Сёння мы паговорым з вами пра рэферэндум, так званы канстытуцыйны, які мае адбыцца ў лютым. Правда, яшчэ ніхто не бачыў нават праекту гэтай канстытуцыі, а па-другое яшчэ будзе некае абмеркаванне, унясенне паправак, але тым не менш гавораць, што ў лютым мае адбыцца. У тым ліку НАУ далучылася да агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб псаваць бюлетэні падчас гэтага рэферэндуму, каб проста яго сарваць. І вось днямі ўжо Александр Лукашенко і прадстаўніку Базік па тэлебачанні заявілі пра тое, што будуць выяўляць гэтых людзей, будуць ім нейкім чынам чыніць перашкоды. Там нават гучаць прапановы садзіць на суткі, на 15 сутак за тое, што чалавек будзе гармошкай складаць гармонікам гэты бюлетэнь. На вашу думку, чаму такая нервовая рэакцыя з боку прадстаўнікаў рэжыму, калі па сутнасці не сакрэт, што ў Беларусі фальсіфікацыя адбываецца ўжо не першы раз, і ў прынцыпе гэтыя лічбы можна было б сфальсіфікаваць на нейкім іншым узроўні, ЦВК, Лідзе Ярмошынай, ці за кошт, напрыклад, укіду тых галасоў, які адбываецца падчас датэрміновага галасавання. Чаму трэба шукаць тых людзей, которые заклікаюць, палохаць людзей, которые збіраюцца так рабіць? Потому что режим никого и ничего не боится больше, чем белорусского народа, объединенного единой целью против единого врага. Все действия, все вот эти комментарии свидетельствуют о том, что единая стратегия, выработанная демократическими силами и гражданскими инициативами, она верна. Почему важно режиму, чтобы было тихо, спокойно и не было никакого противодействия со стороны белорусов? Потому что, несмотря на то, что ЦИК действительно нарисует необходимые цифры, на местах люди будут сталкиваться с непосредственными результатами, с непосредственными объемами тех недействительных бюллетеней, которые белорусы опустят в урну. И мы получим то, что получали в 2020 году. Где-то явка превысит 100%, где-то начнутся какие-то реакции в избирательных комиссиях. Они захотят уменьшить процент фальсификации, а некоторые посчитают целиком правильно, и это все повлияет на окончательную фальсификацию. Лукашенко нужно, чтобы после провала на президентских выборах он смог подпитаться хоть какой-то легитимностью, возможно, в своей новой должности председателя ВНС, через референдум, который пройдет по его традиционным правилам. Но уже на сегодняшний день повестку задают демократические силы, и мы видим, что эта повестка абсолютно не нравится режиму, потому что мобилизует общество и создает предпосылки для того, чтобы система дала критический сбой, и референдум не состоялся, и мы получили убедительное тому доказательство. Тым не менш, гэта ўжо запалохванні гучаць, і на вашу думку, якія ёсць падставы, скажем, нейкія юрыдычныя, хаця, канешне, у умовах прававога дэфолту цяжка пра гэта казаць, але тым не менш, ці дзесьці прапісана, што псаванне бюлетэню такой формай, што вы ставіце проста крыжыкі, пышачкі насупраць абодвух варыянтаў, што гэта нейкім чынам пярэчыць закону, што гэта адміністрацыйнае правапарушэнне, ці гэта крымінальнае злачынства, бо людзі насамрэч таго не ведаюць нават. Хочу сразу оговориться, что мы, демократические силы, предлагаем не портить бюллетени, а делать их недействительными. Разница заключается в том, что испорченный бюллетень по невнимательности гражданин сделал не тот выбор, порвал его случайно, он идет и обменивает в комиссии на новый, и там уже делает окончательное свое решение. Недействительным же признается бюллетень, в отношении которого комиссия не смогла установить, какой выбор сделал в итоге избиратель. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо проставить крестики во всех окошках, которые будут предложены для выбора. Сколько там будет вопросов, как они будут сформулированы. Однозначно надо перечеркнуть все места, которые предназначены для того, чтобы поставить отметку. Потому что пустой бюллетень, на котором будет написано крупными буквами «Я против» или еще что-либо, может быть все равно сфальсифицирован таким образом, что кто-то из комиссии его заполнит,
пустой и сочтет допустимым для учета в качестве «за» или «против» предложенный вопрос, вынесенный на референдум. Поэтому только проставление во всех клеточках крестиков. Это первый момент. Второй момент – это, естественно, абсолютно законно, потому что избирательный кодекс предусматривает такое понятие, как недействительный бюллетень, и он учитывается в итоговых протоколах, и это возможность узнать те цифры, которые мы стремимся получить. Никакой административной или уголовной ответственности за то, что гражданин делает свой бюллетень недействительным, не предусмотрено. И не предусмотрена возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина во время избирательной кампании любой. Это базовый принцип. Потому што я узгадваю сітуацыю, здаецца, гэта быў 2006 год выбары былі. Тады была прапанова Зенона Пазняка так званага народнага галасавання забіраць іх з сабою, так, ці нейкую частку забіраць і цалкам з сабой. І тады было некалькі выпадкаў, калі людзей затрымлівалі, ну, прынамсі, я ведаю асабіста, я тады пасля працы журналістам на плошчы я быў на Акрэсціна, і са мной сядзеў чалавек, который менавіта хацеў забраць з сабой бюлетэнь, яму паламалі рэбры. І людзі цяпер таксама могуць баяцца пасля вось заявы такіх губазу, што штосьці такое можа паўтарыцца. Несомненно, в стране, где не до законов, может повториться все, что угодно. Человека будут привлекать к ответственности, естественно, не за то, что он сделал со своим бюллетенем, а за сопротивление работникам милиции, мелкое хулиганство и тому подобные вещи. И поэтому демократическими силами было выработано именно это предложение после обсуждения и с дворовыми инициативами, и с политологами, социологами. Наиболее безопасный способ на сегодняшний день не забирать, не рвать. То есть человек, в принципе, опускает бюллетень в урну. Контроль за волеизъявлением в кабинке, он запрещен. Если к вам подойдут на участке и попросят продемонстрировать, как у вас заполнен бюллетень, но это прямое, вопиющее нарушение норм избирательного законодательства. При этом попросить это надо будет у 6 миллионов человек. Я думаю, что невозможно это администрировать просто-напросто, поэтому никто на это не пойдет, поэтому и оказывается такое заблаговременное давление, чтобы люди не делали то, что им предлагают сделать демократические силы. То единое действие, которое поможет пошатнуть режим вновь, дополнительно и очень существенно. То бок, удакладняючы, завяршаючы гэту тэму прызнання несапраўдным бюлетэне, ёсць толькі адна форма, одна магчымасць, гэта паставіць насупраць двух варыянтаў адказаў, тушачкі, там, крыжыкі ці вось у гэтай прасторы, так? Все іншае, яно не будзе лічыцца як сапсаванне бюлетэня, ну, маю на ўвазе прызнанне яго несапраўдным. Основной критерий для избирательной комиссии при признании бюллетеня недействительным – это невозможность установить, какой выбор сделал избиратель. Соответственно, лучше всего это заполнять все предложенные окошки для ответа. Бо калі чалавек намалюе там кветачку ці партрэт свой на гэтым, скажем, на гэтай прасторы, дзе варыянт адказу, то гэта таксама можа залічыцца ці як? Избирательная комиссия может принимать решения по ситуации. Должны быть заполнены именно эти клеточки. Все остальное пространство бюллетеня может быть полностью зарисовано, но если клетки будут свободны для заполнения, в них может быть проставлен какой-то знак, таким образом будет зафиксирован выбор. Поэтому нельзя допустить именно этого. По желанию люди, конечно, могут оставлять свои послания членам избирательной комиссии, что и планируют делать многие активисты, но наиболее важным это поставить крест на беззаконии, поставить крест на диктатуре, поэтому проставить крестики во всех клеточках, предложенных для ответа. Вяртаючыся да сілавікоў іх рэакцыі, што, на вашу думку, яны рэальна могуць зрабіць, каб неяк перашкодзіць людзям ставіць гэтыя крыжачкі ці птушачкі насупраць абодвух варыянтаў? Ці ёсць у іх нейкі інструмент уплываць на то, як людзі сябе павядуць з бюллетэнямі? Ну, я могу предположить, что на участках будет вещаться информация о том, как правильно делать выбор, о недопустимости действий, направленных на срыв или бойкот референдума, какие-то еще психологические воздействия, пропагандистская кампания. Но я убежден, что за спиной избирателя не будет стоять человек в форме, который будет контролировать волеизъявление человека.
Если это произойдет, ну что ж, режим распишется в своей беспомощности и зафиксирует то положение вещей, которое на сегодняшний день царит в стране. Я думаю, что это будут просто прекрасные новые видеоматериалы, сопровождающие, описывающие картину положения дел в государстве. Если из-за плеча избирателя будет выглядывать человек в форме или в штатском и подсказывать ему, как необходимо заполнить бюллетень. Поэтому провокации, какое-то давление возможно, но в предложенном на сегодняшний день варианте просто проставить отметки во всех местах для выбора за, против и любые другие, какие будут предоставлены, это наиболее безопасный способ. Мы предполагаем, что непосредственно с этим бороться у режима возможности нет. Только заблаговременное вот то давление, та пропагандистская кампания, которая сейчас началась, отрабатывать каждого избирателя на участке просто невозможно. Ну, просто гэта толькі ўжо пачалася гэта кампанія, умоўна кажучы, а ўжо цяпер прадстаўнікі базы сілавікі кажуць, што гэта, я цытую, гэта антыдзяржаўны крок псавання гэтых бюлетэняў. То бок можна меркаваць, што іх проста супрацьдзеянне таксама вашай стратэгіі будзе ўзмацняцца, калі будзе абвешчана таксама дата. Яны абяцаюць ізалёўваць людзей, якія будуць заклікаць да такой стратэгіі ўнутры Беларусі за мяжой. Ну, вы знаходзіце за мяжой, вас это можа меншай меры непакоіць, але як вот скажыце, ці бачыце вы інструмент змінімізаваць увогуле магчымасць рэпрэсій для тых людзей, якія ў Беларусі, што ўвогуле не казаць пра гэта, ну, таму што людзі пацерпяць, калі зараз нават за бяскрыўдныя каментары наконт імігрантаў, што вось дзверы, вось і рак, і прымушаюць апраўдвацца перад камерай. Сейчас для тех, кто находится за границей, режим также предлагает замечательное нововведение, чтобы мы не чувствовали себя обделенным вниманием. На самом деле ситуация заключается в том, коль мы говорим обо всех аспектах, не умалчивая правду, как это любит делать режим, то да, действительно, административным и уголовным законодательством предусмотрена ответственность в той или иной мере за призывы к срыву, к бойкоту избирательного процесса. Но надо понимать, что все-таки речь идет о каких-то публичных высказываниях, которые бы пропагандировали эту идею. Мы же говорим о том, что это личное дело каждого избирателя, как ему поступить со своим бюллетенем на участке в день голосования. При этом абсолютно является законным рассуждение на тему, как мне поступить в ходе референдума, позиционирование своего выбора без предложений другим людям присоединиться. Мы призываем максимально активно обсуждать с родственниками, с друзьями, с соседями, в социальных сетях о том, что планирует режим совершить в ближайшее время в Беларуси. Очередное преступление. Вполне законно белорусу каждому оказывать сопротивление, когда в отношении него совершается преступление. В данном случае оно будет совершаться. Это конституционный переворот. Поэтому первично то, что в стране сейчас происходит силовое удержание власти абсолютно противозаконное и антиконституционное, и граждане Беларуси не совершают преступления опрокидыванием этого референдума. Они противодействуют всего лишь очередному эпизоду того преступления, которое в отношении них совершает режим. Поэтому еще раз, естественно, каждый белорус должен быть максимально осмотрителен и обезопасить себя. Поэтому не надо постить в социальных сетях высказывания, которые будут содержать призывы к какому-то действию. Но абсолютно нормально говорить о том, какой личный выбор каждый белорус планирует сделать в ходе референдума, делать этот выбор и фиксировать свой выбор для себя или для того, чтобы отправить его в платформу «Голос». То есть делать бюллетень недействительным – это законно, никакой ответственности за это не предусмотрено. А як вы самі мяркуеце, чаго дакладней баіцца найбольш улада? Гэта байкоту галасавання ці ўсё ж такі той стратэгіі, якую вы прапанавалі пры псаванні бюллетэня? Ну, если они только и говорят о
противодействии предложенной стратегии делать бюллетени недействительными, то это абсолютно однозначно отвечает на вопрос о том, что бойкота режим не боится, никогда не боялся, он только насмехался, никогда перед избирательными кампаниями, где выдвигались какие-то стратегии бойкота, не шла речь о том, что это незаконно, хотя как раз-таки именно бойкот, он первично незаконен и запрещен избирательным кодексом к пропагандированию во время агитационной кампании тоже. Бойкот для режима выгоден, потому что бойкот невозможно зафиксировать. У нас 5 дней досрочного голосования, избирательные участки находятся в местах массового скопления людей, которые посещаются регулярно, это школы, общежития, на производство где-то. То есть даже при съемке 24/7 избирательного участка невозможно зафиксировать бойкот. Люди постоянно будут заходить, выходить. Непонятно, это простые посетители или избиратели. Поэтому рисуется высокая предварительная явка, как мы видели, да, и с каждой избирательной кампанией аппетиты возрастают, потому что режим понимает, что в основной день голосования явка как раз-таки будет низкая, как это было всегда. И чтобы цифры сошлись, потому что в основной день голосования фиксировать как раз-таки явку проще и возможно с высокой степенью уверенности, нагонялась цифра предварительного голосования. Вот. В случае бойкота, это идеальный вариант, такой, который неоднократно уже состоялся. Когда же люди массово приходят в один день на участке, мы получаем те фото и видеокадры, которые мы получали в 2020 году. Люди пришли, вот они есть, вот они делают свой выбор, вот они обозначают свою гражданскую политическую позицию. Артем, еще наприкінці одно питання. Я хочу зараз процитувати вашу былую, магчыма, начальніцу. Прынамсі, вы працавалі ў адной структуры адміністрацыі прэзідэнта, гэта Ольга Чупрыц, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Яна каментавала таксама галасаванне падчас рэферэндуму і сказала, што калі ў прынцыпе людзі не прагаласуюць за новую канстытуцыю, то ніякай трагедыі не будзе, просто будзе дзейнічаць далей старая канстытуцыя, але яна сказала, што тады просто грамадзяне не атрымаюць тое, чаго б магла прапанаваць новая, то бок там нейкія, скажем, рэчы, магчыма, некаторыя больш важныя, некаторыя менш, але, канешне, самае гучнае это бадай абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта 2 тэрмінамі. На вашу думку, ці не заманлівая гэта прапанова ўсё ж такі для таго, каб пайсці, прагаласаваць за новую канстытуцыю і прынамсі атрымаць гарантыю, што Лукашенко прынамсі 60 год будзе толькі, а не до смерти, до 100 гадоў, калі прыдумаюць элексир? Если белорусы считают, что есть смысл поменять 2 срока президентства на пожизненное правление Лукашенко в виде председателя Всебелорусского народного собрания, то пускай поддерживают вынесенную режимом Конституцию. Во-первых, проекта никто до сих пор не видел. Сроки вынесения его на общественное обсуждение переносятся. Сроки самого референдума, я думаю, тоже будут отодвигаться. Это все говорит о том, что режиму, во-первых, не нужен этот референдум. Он его боится, потому что для него это очередная проверка на прочность и очень серьезная. Лукашенко боится потерять управляемость страной, сменив кресло президента на другую должность. Белорусам вместо этого будет предложен отказ от нейтралитета, отказ от признания территории безъядерной зоной, возложенные обязанности по участию в финансировании государственных расходов более явно, чем сейчас, и прочие малопривлекательные вещи. Следует также напомнить, что в том же интервью Ольга Чупрыц сказала о том, что не придут, и хорошо, что еще раз подтверждает теорию о том, что режим будет скорее склонять людей к бездействию, чем к какой-то активности.
Но однозначно надо понимать, что они будут рисовать цифры в поддержку этой Конституции, цифры большие, до 90%, исходя из тех заявлений, которые делает Лукашенко. Тем проще нам будет всем выявить фальсификации и, я надеюсь, собрать достаточное количество информации, чтобы показать, что референдум в принципе не состоялся, не имеет никаких юридических последствий, и жить по новой Конституции может только режим в очередной раз в отрыве от всего общества и страны в какой-то собственной параллельной реальности. Дзякуй вялікі, Артём. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем быў Артём Працкаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушкі. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.